о его регалиях. Итак, легенда сетевого маркетинга. 25 лет в сетевом маркетинге. Автор бестселлера. Диалоги с ментальным спонсором. Входил в клуб миллионеров 2 компаний и заработал 11 миллионов долларов. Дамы и господа, встречаем специальный гость Ассамблеи сетевых предпринимателей Ата Мамедов! А что-то есть? Ну что, уже устали, да? Как тут кнопочки действуют-то? На раз, два, три или вообще не действует? Нет, действует. Наверное, вы бы тоже хотели столько заработать, да? Да. Так вот, мой первый чек был $70. Я прыгал от счастья, что я наконец-то что-то заработал. Это было, конечно, весело. Я пришел на стадион. На стадионе сидело 5000 человек. Я сидел там где-то на трибуне. На следующий месяц получил $70. Я сказал, бизнес работает. Я представляю, какое было бы лицо у бизнесменов, которые говорят, чего, $70? И бизнес работает? Я говорю, работает $70. Представляете? Бизнес работает. То есть большая часть людей думает, что бизнес не работает. Вообще, до сетевого маркетинга я был в традиционном бизнесе, и там я тоже был доллару-миллионером, но мне не повезло. Я родился, вырос в той стране, где президент забирал все, что плохо лежало. То есть нас просто подвинули. Меня отправили на самолете президента вот сюда, вот в этот город 25 лет тому назад. Я приехал в этот город, в котором я не мог устроиться никуда. Представьте, как ты идешь по городу, тебя называют разными словами, у тебя нет прописки, нет денег, и ты ищешь работу. Но каждый раз, когда ты устраиваешься, тебя увольняют. Почему? Потому что на тебя прислали бумажку. Здесь есть такая улица, куда надо ходить, отчитываться, если на тебя прислали бумажку. В Москве есть такая. Лубянка называется. Если кто-то не знает. И каждый раз, когда я куда-то устраивался, мне приходилось приходить отчитываться туда, что я устроился туда, и меня увольняли. И однажды мне позвонил один человек и сказал, Ата, я нашел для тебя работу, тебя там точно не уволят. Я говорю, что это такое? Это Гербалайф. Там точно не уволят. Я говорю, ну бог с ними, я же не знаю, что такое Гербалайф. Ну пошли. И я пришел. Я смеялся, конечно, но меня там не уволили. Это было самое главное для меня. Самое главное, чтобы тебя не уволили. И здесь, конечно, я сделал все для того, чтобы преуспеть. Но это не моя была компания. Я ушел в другую. И вот там я заработал свои первые $70, которые в дальнейшем превратились в очень большие деньги. Но на каком-то этапе, то, что здесь говорили, лидера не останавливает чеки. Если ему что-то нравится или не нравится, он уходит. Я ушел с дохода $42 000, стоя в компании, в которой Руслан был и остался, наверное, на тот момент, я уже не помню. Я сказал, нет, надо идти дальше. Знаете почему? Мне очень хотелось учиться у великих людей. И я сейчас назову 2 фамилии, вы, наверное, их знаете, этих людей. Одного зовут Рэнди Гейдж,
другого зовут Эрик Оури. Это были два моих верхних спонсора. Я сказал, классно, наконец-таки я нашел учителей. Один отличался тем, что у него очень много было фишек. Это Эрик. Его жена Марина была моим дистрибьютором, я их когда-то познакомил. Когда Эрик разводился, он сказал, а там мне нужна девушка. Я говорю, кто? Проститутка или жена? Он говорит, жена. Я говорю, тогда это ко мне. Если проститутка, у меня таких знакомых нету. Я познакомил их с Мариной. Они до сих пор ведут GoPro, и иногда мы с ними переписываемся. Иногда, вот буквально недавно переписывались. Так вот, каждый раз я смотрел на них, как на великих людей, и учился. Это действительно великие люди. И когда ты хочешь получить знания, тебя ничего не должно останавливать. И вот здесь вот сейчас вот молодой человек говорил по поводу «давайте сделаем что-то, обгоним американцев». Ребята, мы это уже сделали. Я обошел своих бизнес-тренеров, своих верхних спонсоров по доходу и был номером 1 в американской компании. Я обошел Эрика Оури и Рэнди Гейджа. Идите, обойдите этих ребят по доходу. Пупок не надорвется? Нет. А знаете почему? Потому что когда ты очень чего-то хочешь, вся вселенная тебе начинает помогать. Книга «Алхимик», если кто-то не знает. И для этого вам нужно сделать сначала первый шаг. Сдвиньте себя. Сдвиньте себя. То есть кто-то говорил там 200 контрактов, кто-то говорил 500 встреч провел. Сдвиньте себя. Делайте то, что вы можете. Делайте сейчас. Делайте с тем, что есть. Делайте с удовольствием. Да, здесь есть слова Теодора Рузвельта, но я кое-что добавил. С удовольствием. Это должно вам приносить удовольствие. Если это не приносит удовольствия, вы никогда не заработаете денег. Сделайте свой первый шаг. Делайте. Значит, есть великие... Вообще, я цитирую очень много великих людей. Например, Лао Цзы сказал, что путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Сделайте первый шаг. Вы сидите там на трибуне, я тоже там сидел. Но я сделал первый шаг, я заработал $70. Всем смешно, но это первый шаг. Все начинается вот с этого маленького. И радуйтесь тому, что вы сделали. Для меня было счастье, я сказал, это работает. Значит, можно увеличить до 700, потом до 7000, потом до 70. А если хочешь, и еще больше. Некоторые говорят 1 000 000. Можно и больше. Это все, что вмещается в вашу голову. Далее, следующее. Отдыхайте. Кто в этом году куда-то ездил? Пандемия, смотрите, есть такие люди. Видите? Мы свой год начали точно так же с женой. Мы поехали в Таиланд. Почему? Не всегда надо работать. Иногда нужно отойти. И нужно разрядиться. Да, может быть, кто-то улетел на 6 месяцев. Ради Бога. И еще раз повторил. Это просто стиль жизни. Но если у вас...